казанные, калининградцы, тамбовцы, тюменцы, питерцы и москвичи. Кому-то 10, кому-то 12, но все порядочные пешеходы и добросовестные водители велосипедов. 340 школьников стали лучшими в своих регионах и приехали на всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». Мне очень понравилось в Казани, но было не очень-то уж так и трудно. Было очень напряженно, очень тяжело, но мы справлялись. Мне очень понравилось то, что я здесь побывал. Все было отлично. Возможно, мы даже попадем в тройку лидеров. ПДД, ОБЖ, первая помощь, эрудиция, автогородок и фигурное вождение велосипеда. За 3 дня ребята прошли 6 станций. Дети получили возможность активно и осознанно участвовать в профилактике дорожно-транспортного травматизма. Наглядным примером вдохновлять сверстников и взрослых. Конкурсу «Безопасное колесо» уже 38 лет. Казань принимает всероссийский финал в 3-й раз. До этого в 1986 и 2006 годах. Помимо конкурсных испытаний, мы нашли себе много друзей со всей России. Я думаю, что мы будем продолжать общаться с ними и встретимся в детских лагерях. Команда из Татарстана приняла участие вне конкурса как принимающая сторона. Но ребята показали лучший результат в командном зачете и обошли 85 команд. Больше 300 тысяч ребятишек сегодня в юдовском движении. Их надо поддержать, мобилизовать, чтобы они все вместе сделали единое, сделали нулевую смертность среди детей, чтобы они у нас не погибали на дорогах. В сентябре победители представят Россию в Женеве на европейском конкурсе Международной автомобильной федерации по изучению и соблюдению правил дорожного движения. Елена Веселова, Лилия Кашфарова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.